На выходные дни у нас плотность снарядов по городу увеличивается. Ну и ежедневно у нас выходят сотрудники в 3 смены. Первая это с утра, вечерняя и ночная смена. Ночная смена, она усиливает вечернюю смену, соответственно. И в ночное время у нас в основном выходят автопатрули. Ну, в среднем в день у нас выходит более 10 автопатрулей, ну и пешие патрули, в зависимости от оперативной обстановки по городу Якутску. Задачи патрульно-постовой службы одни и те же, вне зависимости от времени года. Это охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на улицах и в общественных местах. Статья 19.24. Ну, летом мы делали цикл передач. В чем разница, да, вот в наших зимних условиях, скажем, есть ли какая-то специфика вот именно Якутска? Большой разницы по несению службы сотрудников нету. В основном разница может быть по преступлениям и правонарушениям, которые совершаются в зависимости от времени года. Но в основном происшествия и преступления в зимний период времени для нашей республики это рост бытовых преступлений и правонарушений и, соответственно, преступления и правонарушения в увеселительных заведениях. Потому что в общественных местах, соответственно, у нас холодно. Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в межмуниципальном управлении полиции города Якутска, где проходит развод. Сегодня у нас будет ночной рейд. Узнаем, как наши патрульные постовые службы проверяют улицы города, общественные места на соблюдение общественного порядка в наших экстремальных зимних условиях. Вот мы выдвигаемся с МУ Якутская. У нас старший инспектор ППС Алексей и за рулем сидит инспектор ППС Архип. Ребята, как часто выезды происходят в неделю? А вообще какой график работы? Так, у нас график работы 2 через 2, по 12 часов работаем. То есть наступаем мы вечером с 10 часов вечера и в течение 12 часов патрулируем маршрут и обслуживаем вызова, которые поступают по 02. А есть ли какое-то отличие между буднями и, скажем, выходными днями? Когда больше вызовов? Я бы не сказал, что там будни или выходные дни. Постоянно поступают. Даже вот понедельник бывает, как пятница. Да. А у нас маршрут какой сейчас? Ну, маршрут сейчас территории 4-го ГОМа будет. Территории 4-го отдела вот, по городу, можно сказать, по районам 203 микрорайон, 202 микрорайон входит туда, 17-й квартал, вот улица Дзержинского, Федора Попова, правая сторона, площадь Победы входит. Вот. Короче, очень довольно-таки крупный район. И развлекательные центры, вот, Хилл, Зодиак, Мохито. Сунгари, Мохито, вот это все на территории 4-го отдела полиции. Вот мы получили первый вызов. Алексей, расскажи, пожалуйста, откуда он поступил, что там происходит по предварительным данным. Федора Попова, 17, второй подъезд, на 10-м этаже лежит человек. Сейчас поедем, проверим информацию. Давай. Выявлены признаки состояния алкогольного опьянения, то есть запах алкоголя, невнятная речь, на контакт с нами не идет. Мы тут вызвали скорую помощь. Освидетельствование. Скорая помощь приедет, осмотрит, может же данный человек содержаться в отделении полиции. Проверить также состояние здоровья человека, мало ли что, вдруг с человека плохо стало. Ну вот, это наш первый вызов. Мы находимся в одном из домов на улице Федора Попова. Гражданка, которую вызвала наряд полиции, сейчас дает показания. По ее словам, мужчина здесь находится давно, буянит, стучится в двери, ну, явно асоциальный элемент. У него камера не передает запах, и, конечно, такая себе атмосфера здесь своеобразная. Вы в подъезде находитесь, мужчина? Мы с полицией. Еще раз? Туалет сходить можно. Туалет сходить? Да. Тут у нас туалета, к сожалению, нету. Хотел бы если трава дым посыхает. Алексей, а сколько протоколов нужно делать? Ну, на один выезд. Зависит, по какой статье человека задерживается, если по появлению, надо человека данные узнать,
по прибору проверить его, находится ли он в розыске, метасвидетельствование надо пройти, привести в отделение, рапорт написать, объяснение взять, если люди вызвали, очевидцы, если есть какие-нибудь. Ну, если кто-нибудь еще могут и заявление написать по факту его нарушения зависит. Протокол доставления. Произошла внештатная ситуация. Наш нарушитель, он просит банку, чтобы сходить по малой нужде. Девушка оказалась сердобольной, предоставила инструмент, так сказать. Так, вот у нас прибыла бригада скорой помощи. Данного гражданина. Состояние здоровья. Жалобы есть ваши? Не материтесь, не материтесь. Это какой-то специальный препарат, да? Нет, а мне Анатолий Николаевич, что у нас с пациентом? Какие выводы? Пациент в алкогольном опьянении. От помощи отказывается. Кто? При осмотре видимых повреждений тела. Ну, передаем сотрудникам полиции. Ну вот, наш нарушитель доставлен в 4-й отдел полиции. Сейчас его оформляют, и, видимо, ночь он проведет, как минимум ночь проведет здесь. Ожидали скорую помощь. Ну, довольно продолжительное время. Они констатировали, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В принципе, это было очевидно. Едем на другой вызов. Снова получили вызов по адресу города Якутск, Пионерская, 22. Драка. Информация от аноним. Ты вот сказал, что обычно с торца там драки. То есть это уже какой-то такой адрес, который известный, да? И часто вызывают от наших. Есть у нас такие адреса. Полиция. Здравствуйте. У вас все в порядке? Вызов о драке на 17-м квартале оказался ложным. В принципе, еще раз напоминаю, что за подобное может грозить административная ответственность. Часто ли бывают анонимные вызовы, ребят? Анонимные вызовы бывают, да. Сказать, что мало. А если вот, например, вот аноним позвонил, да? А вы приходите в многоквартирный дом. Там, например, ну сказали, условно, там в какой-то квартире идет дебош, а время там 4 утра. Они же, те, кто дебоширит, не будут же открывать. Да, бывают такие моменты, когда вот подъезжаешь на вызов, там анонимно вызвали, если, то бывает попасть трудно, да, в подъезд. Из-за крайней необходимости набираешь квартиру на выбор, и там бывают люди высказывают свои недовольства. В 3 часа домофон позвонил, разбудил людей. Ну, приходится. Часто ли при патрулировании какие-то нарушения обнаруживаются? Ну, у нас на раз не бывает, конечно, бывает. Нарушения бывает. В основном пьяные, наверное, да? Пьяные, да. Либо пьяные, либо драку там, и подобное. Либо бывают люди, которые с телевизорами, вещами какими-нибудь ходят, тоже проверяем. Проезжаем наш якутский Лас-Вегас, улица Жарницкого. Тут наш пеший патруль находится. 15 называется. Ребята ходят, патрулируют, организуют. Охрана общественного порядка, общественной безопасности. Ну их этих ребят, которые пешком ходят специально, именно вот на эту улицу поставили, да? Да, у них определенный маршрут имеется. Карточка маршрута, согласно карточке маршрута, они патрулируют. Даже вот суровые морозы, минус 50 у нас, минус 45, любой мороз, любую погоду, ребята первыми прибывают на вызов. Сейчас куда едем? Так, сейчас поедем по улице Дзержинского, где находится наш маршрут патрулирования. Будем проверять теплые остановки. А зачем? В ночное время проверяем, чтобы повреждений не было, хулиганских действий. Охрана имущества. Да, ну там пьяные бывают, заходят. В зимнее время вот теплые остановки особо, как сказать, в нашем морозе люди греются с утра. Раньше там, когда автобусы не ездят,
люди приходят и греются в теплых остановках. Поступил очередной вызов. Куда едем, ребят? Что произошло? По Яркову 8 едем, там Яркова друга избивают. Там квартира, короче, они захватили рейдерским... Кого? Да. Кого как? Рейдерские захватили, один человек, двое. Двое. Захватили, меня вот чуть не убили. Ясно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что произошло у вас? Здесь никого не избивали. Вот там, да. Кто избивал? Я? Вы избивали? Да. Почему? Потому что он не хотел уходить из моего дома. Это что такое? А кем он вам быть? Никто. Он мне никто вообще. Ну, он как-то сюда же зашел же. Если он- Ну, вот просто зашел. Придется с нами пройтись в дежурный участок. Без проблем. Да, вот этот. Нет, посмотреть надо, увезти его. Молодой человек, вот почему вы меня обозвали, во-первых, а? Поехали на МРТ. Пожалуйста, поехали. Я сейчас покажу. Пошли. Почему тебя? А почему меня побили так тогда? Ты же сам говорил, что тебя рейдерские захватили квартиру. Ну, не побили же. Ну, а меня пробили. Я откуда знаю? У него спросите, вот, который я идет. Вот это даже сменялось. Пойдем. Да, вот это тоже надо забрать. Она УПГ. Съездили на Поярково, там был избитый мужчина на улице. Он сказал какую-то теорию о том, что рейдерский захват его друга квартиру, типа его из-за этого избили, ну и пришлось привести, скажем, агрессора, да, в отдел полиции, он дает показания. По его версии, этот мужчина, который был в крови, он пришел в гости и начал себя неадекватно вести. А хозяин просто тупо напился и лежал. Когда тот, который был в крови, начал себя неадекватно вести, этот просто его выгнал. Ну, как бы применив силу. После истории с рейдерским захватом едем по маршруту. Время 3-й час ночи. Ну, вот такой вот у нас, скажем, пятничный вечер. Не очень томный. А что происходит у нас? Вот предстоят праздники, День армии и 8 марта. Как там происходит обычно? Ну, и скандалы большинство. А кто больше? Вот 23-го там пьяные мужики там или как? Большинство женщин бывает. Больше. Парадокс, да? А 8 марта мужики. 8 марта мужик, да. Вот так вот. Поступил вызов. Кальянная. Позвонил прохожий. Драка. А мы находимся в одном из увеселительных заведений города Якутска, где произошла драка. По словам свидетелей, отдыхала компания около 30 человек. Началась ссора между несколькими людьми. Одного парня начали грузить, и они начали драться. А когда стало известно, что был совершен звонок в полицию, участники и вся компания как бы покинула место происшествия. Была разбита посуда, опять же испорченное настроение. 5 час ночи, поступил очередной вызов. Ребята, расскажите, что там нас ждет, что будет происходить. Опять аноним позвонил. Проспект Ленина 6, там, в комнате драка. В общежитие на Ленина поступил вызов, что происходит драка. Однако он опять же был ложным. В принципе, сегодня такая спокойная ночь, видимо, в городе Якутске. Уже 5 час ночи. Поступило всего лишь 4 вызова, 2 из которых фактически ложные. Значит, как ни странно, довольно спокойные выходные. Кажется, очень спокойный такой у нас рейд произошел. Нам еще до 10 утра работать. Еще
кузова. Ну что можно нашим горожанам сказать в морозные якутские выходные дни? И в морозные дни хотелось бы нашим горожанам пожелать самое главное — это здоровье, благополучие. И хотелось бы пожелать, чтобы оказали содействие нашими службами при раскрытии преступлений, пресечении административных правонарушений. Главное, чтобы сами не нарушали. Служба в нашем подразделении очень интересная. В основном у нас службу проходят молодые люди, так как патрульно-постовая служба является кузницей кадров. Проходя службу, ребята у нас параллельно получают профессиональное образование в наших ведомственных вузах бесплатно. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаем молодых ребят, отслуживших в вооруженных силах, в наши ряды, годных по состоянию здоровья проходить службу. Приглашаем.